Неуправляемый грузовик снес сразу 3 иномарки поздним вечером на улице Тетцевская. Причем в этот момент в кабине большегруза не было водителя. Грузовик буксировали на жесткой сцепке. В какой-то момент она оборвалась, и неуправляемый автомобиль по инерции выехал на встречную полосу, снося все на своем пути. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Я увидел зеркало, то есть он за мной ровно все вырулил и пошел. Отцеп буксируемого грузовика стал для всех полной неожиданностью. Неуправляемый многотонник по инерции оказался на полосе встречного движения и двигался прямо на ничего не подозревающих автомобилистов. Первым, что в кабине грузовика никого нет и сворачивать он никуда не будет, понял водитель Рено Дастер. В последний момент он успел попытаться увернуться от неизбежного удара, и грузовик зацепил иномарку лишь по касательной. Куда меньше повезло Форду Куга. У иномарки была повреждена вся левая часть, и ее водитель избежал серьезных травм, отделавшись только ссадинами. Я успел увернуться только вправо. И то не до конца, потому что мне световой столб помешал. Но если бы не помешал, с другой стороны, может, он меня опрокинул бы. Вы уже в последний момент начали уворачиваться. Да, потому что деваться было уже некуда. Я смотрю, я не пойму ничего. Он едет на меня, думаю, как же водитель, он вправо не уходит. Я его спрашиваю, а что ж ты вправо не ушел? Он говорит, а я тянул прицеп, сцепка оборвалась. Следующим в череде столкновения оказалась Шкода Октавия. Автоинспекторам ее водитель рассказал свое видение произошедшего. Я вижу, что там творится, что КамАЗ сшибает машину. Я дал по тормозам. Я смотрю, он уходит туда налево, я думаю, там водитель за рулем, но что он уходит. Я по тормозам дал, и вот он меня боком черепнул. После Шкоды грузовик задел столб и едва не свалился в кювет. По какой причине отцепился грузовик, предстоит выяснить его хозяину. Причиненный материальный ущерб еще только предстоит подсчитать. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112.